утро на телеканале «Россия» продолжает «Вести Чувашии», в студии Вероника Павлова. Здравствуйте. На календаре пятница, 14 апреля. Сегодня чувашская делегация утром выехала в Нижний Новгород. Там стартует межрегиональный патриотический марафон «Рубежи Победы», посвященный памяти тружеников тыла, ковавших победы в годы Великой Отечественной войны. Марафон уже отгремел в Татарстане, Башкирии, Ульяновской области, Мордовии. Сегодня эстафетную палочку примет Нижегородская область. Все мероприятия проходят при тесном сотрудничестве с чувашскими коллегами. Республика стала инициатором марафона, который сейчас уже перерос в патриотическое движение всего Поволжья. Это тематические выставки, научно-практические конференции, где архивисты и историки представляют свои исследовательские работы. В частности, рассказывают о трудовом подвиге жителей региона в грозные 40-е. Ученые из Чувашии также делятся опытом по сбору информации у участников и свидетелей строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Напомню, в республике окопы длиной в 380 километров в зимнюю стужу рыли в основном женщины и дети. Этому подвигу даже посвятили оперу «Сурский рубеж». Ее, кстати, сегодня покажут на сцене Нижегородского государственного академического театра оперы и балета. Сегодня жители Цивильского округа смогут получить ответы на волнующие темы. Глава муниципалитета проведет прямой эфир в социальных сетях. Начало трансляции в 14 часов. От цивильчан ожидают особой активности. Только в прошлом году от жителей округа в Центр управления регионом поступило около 700 обращений. Это значит, что открытый разговор назрел давно. В группе ВКонтакте ЦУРа под постом анонса жители уже начали оставлять вопросы. Власти обещают ответить на них в ходе прямого эфира. Сегодня для православных христиан наступил самый скорбный день года – Страстная пятница. По Священному Писанию Иисус Христос был осужден и распят на кресте в пятницу, поэтому сегодня верующие придерживаются самого строгого поста. Кто-то вовсе отказывается от пищи вплоть до момента выноса в храмах плащаницы. Это изображение снятого с креста Спасителя. Священнослужители советуют этот день провести в тишине и покое и по возможности присутствовать в церкви. Чин выноса плащаницы начнется в 14 часов. Пятница – это еще время и ваших историй. Сегодня мы расскажем о том, какие темы на этой неделе обсуждали жители Чувашии в социальных сетях. Одна пыль, задыхаемся. Жители села Кожевенное Порецкого округа сетуют на дорожную пыль. Мало того, что дышать трудно, так она еще разлетается по всей деревне. Оседает на крышах домов, залетает внутрь. В день приходится по несколько раз мыть полы. Делятся своей болью люди в комментариях паблике про Порецкое ВКонтакте. И виной тому грузовики, обслуживающие стройку трассы М12. На этой неделе погода по-настоящему радует жителей Чувашии. На улице чуть ли не лето, плюс 17. Многие стряхнули пыль с велосипедов. Однако с выбором средств для передвижения у некоторых возникли проблемы. Герой этого видео никак не может определиться, на чем лучше прокатиться с ветерком – на роликах или на самокате. Тестит. Судя по видео, затея небезопасна. При переходе по зебре чуть не распластался на проезжей части. Трюк энтузиаста советую не повторять. А эти снимки мало кого смогут оставить равнодушными. Воспитанники Канашского детского сада номер 13 заметили ежика, который запутался в сетке. Медлить не стали, тут же вызвались спасать колючего зверька. Воспитатели подвиг малышей не стали скрывать и поделились этой новостью в интернете. Впереди выходные, чтобы они прошли гладко и без всяких происшествий, советуем взять на заметку предупреждение Роспотребнадзора. Проснулись клещи. Поэтому после прогулок не лишним будет осмотреть себя и своих близких. Таковы вести к этому часу. Оставайтесь на телеканале «Россия».